Дальневосточный федеральный округ демонстрирует показатели, которые во многом превышают общероссийские. Для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь 21 век, сказал Владимир Путин во время пребывания в Якутии. На Дальнем Востоке развивается производство новых материалов для строительства, в том числе энергоэффективных. Нужно эту практику развивать, сообщил глава государства. 41 миллиард предусмотрен на программу развития передовых инженерных школ в России. Возможно, часть средств будут перенаправлены на Дальний Восток. Также Путин отметил большой миграционный приток в дальневосточный регион. Миграционный приток за последнее время наблюдается молодых людей в этот регион. И это, в общем, приятно. Это все-таки отражает, наверное, результат наших совместных усилий по развитию дальневосточных регионов. Это большой регион в целом, 40% территории Российской Федерации. И то, что молодые люди из различных регионов страны сюда переезжают, и здесь и в целом оказывается доля молодого населения выше, чем немного, но все-таки чуть-чуть выше, чем в среднем по стране. У нас где-то доля молодых людей, до 35 лет 25 с лишним процентов, а в дальневосточном регионе это 27 с лишним процентов. И это, в общем, хорошая тенденция. Говорит о том, что привлекательность региона возрастает. И понятно, потому что он, конечно, мощный, красивый, огромный и перспективный, очень перспективный. Владимир Путин поддержал предложение приравнять медработников в малых городах Дальнего Востока к работникам сельских населенных пунктов, чтобы на них распространялась программа «Земский доктор». По итогам поездки в Якутию будут даны соответствующие поручения. «Будем создавать привлекательные условия для врачей, учителей, работников культуры», сказал глава государства. Также Владимиру Путину рассказали о подготовке на Дальнем Востоке снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов для специальной военной операции. Президенту представили единственный в России стрелковый полигон «Сулун» с возможностью стрельбы на дистанции до 4 километров. Кроме того, рассказали о том, что в настоящее время подразделение снайперов проходит перевооружение на современные стрелковые комплексы. Военнослужащие попросили главу государства поспособствовать открытию таких полигонов еще в ряде регионов России. Пожал руку, обнял по-отцовски. Это очень приятный момент, да, что у президента нашего очень развита зрительная память. Школа его прошлой жизни дало много таких моментов, профессиональных качеств, навыков. Поэтому президент и меня узнал, и другого снайпера узнал, позывной Ярый. И мы очень тепло пообщались.